В эфире передача «Парад профессий». И мы ее ведущие Андрей и Ника. Мы студенты одного из самых старейших и престижных учебных заведений нашего города. Студенты Канашского педагогического колледжа. Работа учителя – одна из самых уважаемых и трудных профессий. Но если ты не боишься трудностей и очень любишь детей, то именно у нас ты можешь стать учителем начальных классов, учителем физкультуры, музыки, воспитателем в детском саду и даже программистом. После окончания 3-го курса все студенты колледжа проходят практику в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатых. До того, как начать работать в лагере, им пришлось полгода осваивать азы вожатской профессии, неделю побывать в роли детей и пройти инструктивный лагерь, получить сертификат вожатого и только поехать в лагерь Чувашии, чтобы стать настоящим вожатым. Но лето уже прошло. Все лагеря закрылись до следующих теплых деньков. Вожатые студенты вернулись в колледж. Но практика еще не закончилась. Остался финальный рубеж. Сегодня студенты должны показать, чего научились за лето, и достойно защищать свой лагерь. И сейчас мы отправимся с вами в актовый зал, где и пройдет все самое интересное. Среди нас никто не кричит и не плачет. Кто сказал, что нам живется тяжело? Мы вожатые, что же это значит? Это значит, нам ужасно повезло. Дорогие студенты, уважаемые наши гости, вот уже 5-й год мы в начале октября собираемся на нашу традиционную конференцию для подведения итогов летней практики. Мы ведем репортаж из Канашского педагогического колледжа и продолжаем знакомиться со специальностью преподавания в начальных классах. У нас сегодня очень важный день – колледжный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, в котором принимают участие студенты всех отделений, начиная с 1-го курса. Одни в роли волонтеров, другие в роли участников. Для того, чтобы пройти этот этап и быть выбранным на региональный уровень, нашим студентам, будущим учителям, нужно обладать как общими, так и профессиональными компетенциями. Специальность преподавания в начальных классах, она является основной в нашем колледже. Именно на этой специальности основывался колледж. И вот по сей день эта специальность у нас, в общем-то, пользуется популярностью среди абитуриентов. Традиционно на специальность начальных классов поступают серьезные девочки и мальчики. И вот сегодняшнее мероприятие, оно ярко демонстрирует все умения и навыки, которыми обладают наши выпускники. До того, как пойти на практику в школу и принимать участие в таких серьезных мероприятиях, нашим студентам необходимо пройти курс обучения в аудиториях Канашского педагогического колледжа.
Ты уже 4-й год учишься в Канашском педагогическом колледже. Скажи, пожалуйста, твой выбор осознанный? Хочешь ли ты дальше работать по своей профессии? Да, конечно, мой выбор был осознанным. Я пошла по стопам прадедушки по папиной линии. Он окончил этот колледж еще в далеком 1937 году. Я же поступила на специальность преподавания начальных классов. Учусь в очень дружной, сплоченной и творческой группе. В моей группе учатся 4 студента, которые стали стипендиатами главы Чувашской республики по итогам 2017 года. И уже в этом году, по итогам 2018 года, стипендия присуждена еще 2 моим одногруппникам. И в 2017 году в этот же колледж поступила моя сестренка Аня. Ей тоже очень нравится учиться в Канашском педагогическом колледже. Производственная практика является важной составной частью подготовки специалистов. Нам повезло, что базой нашей практики является школа номер 3, где созданы все условия и работают талантливые учителя, которые всегда готовы помочь нашим студентам. Более 20 лет Канашское педагогическое училище и школа номер 3 являются социальными партнерами. Вот уже более 20 лет студенты проходят на базе нашей школы все виды практики. Это и преддипломная, и первые дни ребенка в школе, и практика классного руководства, внеурочной деятельности. Педагогический коллектив, вот 90% нашего педагогического коллектива в начальной школе составляют учителя, которые закончили педагогический колледж. В том числе и я, тоже выпускница Канашского педагогического колледжа. Воспитатель детского сада – это состояние души. Он дарит детям тепло своего сердца. Постичь формулу успеха настоящего воспитателя вы можете в нашем педагогическом колледже. Все студенты, выбравшие данную специальность, проходят практику учебную и производственную. Наряду с общеобразовательными предметами студенты специальности дошкольное образование обязательно проводят занятия, которые помогают в развитии умственных, творческих и физических способностей. Обучение организуют профессиональные, грамотные специалисты, добрые и отзывчивые преподаватели. Юлия Геннадьевна, скажите, пожалуйста, какое занятие тут проходит? Сегодня мы покажем организацию различных видов деятельности детей в детском саду, а именно организацию игровой деятельности, то есть разыгрывание сказок с помощью кукол Би-Бабо, да, кукольный театр, и с помощью песочной анимации. Какое задание по производственной практике вы сейчас готовите? Сегодня мы готовимся к проведению на производственной практике в детском саду режимного момента утренняя гимнастика. В качестве детей у нас наши студенты, а я буду в качестве воспитателя. Одну из основных ролей в развитии дошкольника играют продуктивные виды деятельности, результатом которого должен стать определенный продукт, в чем мы сможем убедиться на занятии опытного педагога. Давайте посмотрим, как наши студенты, будущие воспитатели, проводят пробные занятия с детьми дошкольного возраста. Прыг-скок, руки вверх, прыг-скок, руки вниз. А теперь давай, дружок, потянись. Прыг-скок, руки вверх, прыг-скок, руки вниз. А теперь давай, дружок, потянись, тянись, тянись. Маленькие мамы с дочками гуляли, маленькие мамы доченек качали. Вот так, доченек качали. Специальность дошкольное образование сейчас становится все более популярной. Но это связано с тем, что на рынке труда для педагогов дошкольных учреждений представляется довольно-таки большое количество вакансий. В нашем колледже на специальности дошкольное образование обучается более 250 человек. Прием на данную специальность в колледже ведется как на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев, так и на базе 11 классов. И тоже очень хочется отметить такой факт, что в следующем году мы будем набирать 2 группы на бюджет. Бесплатное обучение – это 50 человек вакантных мест. Если ты доброжелателен, отзывчив, готов в любой момент прийти на помощь, готов выслушать ребенка, родителей,
Если ты творческий человек, то тебя ждет одна из самых востребованных профессий Канашского педагогического колледжа – дошкольное образование. Мы вновь приглашаем вас в дружный коллектив Канашского педагогического колледжа. Сегодня мы постараемся познакомить вас со студентами физкультурного отделения и их наставниками. Этот год для отделения юбилейный – 55 лет со дня открытия. За эти годы выпущено тысячи и тысячи выпускников, которые верны своей профессии. Современный учитель физической культуры, кроме хорошей физической подготовки, должен быть еще разносторонне развитым человеком, умеющим вести диалог, разбираться в искусстве и владеть организаторскими умениями и навыками. Всему этому они учатся через систему внеклассных воспитательных мероприятий, которые проводит куратор, привлекая студенческий актив. Мы приглашаем вас на классный час в 31-ю группу. Человек сам решает еще, ребята. Человек сам настраивается, человек сам себя эмоционально настраивает. Говорят, у вас самая дисциплинированная группа. Скажите, как вам это удается? В первую очередь, мои верные помощники – это их родители. У нас тесно налажен контакт с родителями. И, во-вторых, взаимопонимание и взаимоподдержка нам помогает достигать больших успехов. Я об этой группе могу говорить хорошего бесконечно. Это я вижу их сейчас такими, какими хотела их видеть на первом курсе. Мы находимся в тренажерном зале, где комфортные условия, хороший инвентарь и прекрасная возможность поддерживать форму. Плавание – это самый лучший вид спорта. Наши студенты педагогического колледжа занимаются с большим удовольствием плаванием, потому что мы должны каждого будущего учителя научить плавать, а потом уже свой навык и умение он должен передать своим учащимся. Юр, говорят, ты профессионально занимаешься плаванием. Скажи, пожалуйста, откуда такой интерес к данному виду спорта? С раннего детства я, получается, родился сам на Волге. С раннего детства меня тянуло к воде. И, получается, я после этого на секцию пошел. Мне там понравилось, и все, я больше занимался только этим, только плаванием.